Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В Дели в рамках Дней Ассамблеи народов Евразии прошел международный бизнес-форум «Бизнес-диалог» на евразийском пространстве. Министр иностранных дел Абхазии Налардзенба выступил с приветственной речью перед участниками форума, сообщает сайт ведомства. В своей речи он отметил роль туристической отрасли как ключевого направления развития экономики Абхазии. Кроме того, Ардзенба подчеркнул, что руководство Республики Абхазия уделяется особое внимание развитию туристического сектора. Создаются инфраструктурные условия для полноценного развития туристического сектора в условиях возрастающего туристического потока в республику. Наряду с этим глава МИД Абхазии отметил заинтересованность во всеобъемлющем развитии отношений с Индией. К другим новостям. Опасностью, стоящей сегодня перед Грузией, является так называемый план по украинизации страны и открытию второго фронта, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления в парламенте 24 марта. Премьер напомнил, что было много попыток открытия второго фронта и втягивания Грузии в войну. Цитата. Именно эта фраза «второй фронт» прозвучала со стороны секретаря Совета национальной безопасности Украины. Господин Данилов заявил на пресс-конференции, что их желанием и целью было открытие второго фронта в Грузии. Он также добавил, что их задачей было отвлечь внимание России на другую страну, на другой регион. Также было отмечено, что гибнуть должны не только украинские женщины и дети, но и другие страны должны ощутить на себе последствия этой войны. Это очень краткое изложение содержания его выступления, которое слышало все общество. После этого мы помним заявление представителей украинской власти, не будем перечислять фамилии, вам хорошо известно, что мы не являемся воинственно настроенным правительством. Они хотели бы, чтобы у власти был Саакашвили, который бы начал войну против России, присоединился к Украине и втянул бы в войну Грузию, заявил Гарибашвили. Он также напомнил о последнем заявлении неформального лидера оппозиционного единого национального движения Вано Мерабишвили, что их цель свергнуть власть, а затем начать войну против России. При этом Гарибашвили отметил, что реальной опасностью, стоящей сегодня перед Грузией, является тот самый план и заговор, который существует против страны. Это так называемая украинизация, план по открытию так называемого второго полигона и второго фронта. Хочу напомнить, отметил Гарибашвили, всем, что сегодня наша страна не является ни членом Евросоюза, ни членом НАТО. У нас нет никаких гарантий безопасности, и 20% территории страны оккупировано ядерной силой номер 1, сказал премьер-министр Грузии. В то же самое время глава МИД Грузии заявил, что грузино-российские отношения ограничиваются женевскими дискуссиями по ситуации в Закавказье, на которых речь идет о гуманитарных вопросах и о соглашении о прекращении огня. Он заявил это, когда грузинского министра попросили оценить нынешние отношения между Грузией и Россией и ответить на вопрос, есть ли попытки восстановить прямое авиасообщение между двумя странами. Цитата. «Грузино-российские отношения ограничиваются одной международной платформой – женевскими международными переговорами. Это единственный формат, в котором есть коммуникация с нашими партнерами. Именно в рамках этой платформы мы говорим о двух основных направлениях. Это вопросы гуманитарного характера, которые волнуют граждан, и второе – это соглашение о прекращении огня. Это очень важно для того, чтобы процесс и цель самой платформы дали нам свои конкретные результаты», сказал Дарчашвили. Отметим также, что женевские дискуссии, проводящиеся с 2008 года, приостанавливались в период пандемии коронавируса, затем сопредседатели от Запада отменяли дискуссии. Москва в январе получила от сопредседателя дискуссии уведомление об отмене планировавшегося на 21-22 февраля очередного 57-го раунда и его переносе на 4-5 апреля. К другим темам. В Москве состоялся двухдневный визит председателя КНР Си Цзиньпиня, в рамках которого прошли переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это был первый международный визит китайского лидера после его переизбрания на высший пост. К встрече двух лидеров было привлечено беспрецедентное внимание всех мировых СМИ, что и понятно. Встречались главы двух крупнейших государств мира. В этой передаче мы собрали для вас краткий обзор самых известных западных
западных аналитиков на эту тему. Если внимательно следить за тенденцией в освещении тем, ясно прослеживается, что все эти эксперты пытаются свести итоги этой встречи чисто к экономическим дивидендам, сводя на нет геополитические итоги. Так, CNN отмечает, что визит Си Цзиньпиня в Москву проходил через призму взаимного российско-китайского противоборства с США. Однако сомнительно, что Китай и Россия действительно создали единый антиамериканский фронт, которого давно боялись вашингтонские специалисты по внешней политике, пишет в своей статье аналитик CNN Стивен Коллинсон. Тем не менее, Соединенным Штатам явно предстоит серьезный внешнеполитический вызов, продолжает журналист. В частности, считает он, расширение экономических и торговых связей между Пекином и Москвой может еще больше затянуть военные действия на Украине. Это, в свою очередь, грозит не только обескровить украинскую армию, но и подвергнуть испытанию решимость США и их союзников продолжать финансирование Киева. Также укрепление связи между Пекином и Москвой может усиливать политические разногласия на Западе, считает он. Самый, так сказать, уничижительный отзыв о встрече дал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. «Сильный Китай поддерживает слабую Россию». Вот настоящий заголовок, описывающий эффектные встречи лидеров двух стран в Москве на этой неделе, пишет он в своей колонке. По мнению журналиста, цитата, «ослабленная Россия будет все больше подпадать под влияние Китая и все больше зависеть от спроса со стороны Пекина и других азиатских потребителей. Мощь Китая в космосе, гиперпространстве, робототехнике и искусственном интеллекте будет все больше превосходить российскую, прогнозирует Игнатиус. Позицию Си Цзиньпиня, которая ссылается на неприкосновенность устава ООН, но при этом поддерживает Путина, журналист называет бесстыдным подходом, но умной дипломатией. Научный сотрудник Джорджтаунского университета Филипп Иванов для издания Foreign Policy с осторожностью отмечает, что Россию рано называть вассалом Китая. Россия остается крупной ядерной державой и глобально значимым экспортером энергии, ресурсов и продовольствия, а ее экономика показала устойчивость перед западными санкциями, перечисляет Иванов. Таким образом, несмотря на то, что Россия ослаблена и одинока на мировой арене, считает эксперт, она по-прежнему имеет влияние и вес в отношениях с более доминирующим и могущественным Китаем, пишет колумнист. В обзоре же издания Bloomberg значится, Си Цзиньпинь использовал свой визит в Москву, чтобы твердо выступить на стороне России против США, пишет издание. По мнению авторов статьи, эта поездка ознаменовала политическую победу обоих лидеров. Председатель КНР увидел возможность дать отпор США и укрепить собственный имидж мирового политика, тогда как Путин может показать, что он пользуется поддержкой одного из самых влиятельных мировых лидеров, говорится в обзоре Bloomberg. В то же время издание обращает внимание на отсутствие прогресса в заключении крупных энергетических сделок и в других областях экономического сотрудничества между странами. Авторы Bloomberg считают, что это свидетельствует о нерешительности Китая в вопросе глубокого сближения с Россией. Экономические соглашения, озвученные Си Цзиньпинем и Путиным на встрече в Москве, стали признаком того, что Китай продолжит вести дела с Россией в обычном режиме, пишет газета. Ну а сейчас подробнее на эту тему мы хотели бы поговорить в нашей сегодняшней передаче с политологом Бесланом Хакба. Здравствуйте, Беслан Алексеевич. Здравствуйте. На прошлой неделе встреча двух лидеров самых больших государств в мире, России и Китая, Си Цзиньпиня и Владимира Путина, мне кажется, взбудоражила вообще очень многих. Да, огромное количество внимания было привлечено к этой встрече. Как вам кажется, как она прошла, какие можно делать выводы? Вы знаете, вот многие отмечают, которые изучают Китай и Россию, конечно, что это знаменательно во многих смыслах. Во-первых, это первые государственные, отмечают государственные визиты лидера Китая после его очередного избрания. Во-первых, это третий случай. Между прочим, в истории Китая это третий, вот второй случай. Раньше, в третий раз избирался, между прочим, Мао Цзэдун. Вот, понимаете, в этом отношении тоже знаменательно. И второе, вот такое, вот, что было подчеркнуто, вот его визит вот, в Российскую Федерацию, учитывая сложную международную обстановку, вот, конфронтацию между
Западом и Россией было подчеркнуто, что все-таки Китай большое значение придает взаимоотношениям, вообще строительству нового порядка вместе с Россией. Это тоже отмечают. И третий такой случай, что все-таки конфронтация, которая сложилась между Западом и Россией, Россия и Китай подчеркнуто не занимают или и пророссийскую, или прозападную. Она как бы занимает нейтральную позицию, но в то же время подчеркивает, что она за мирное урегулирование. Между прочим, его визит Си Цзиньпина в России связывалась еще с такой надеждой, что его программа, которая была выдвинута накануне, что план урегулирования, так называемая программа урегулирования украинского конфликта, она была подчеркнута еще раз, что за основу можно было положить. Владимир Путин говорил, что есть некоторые пункты, которые нас устраивают. Вот видите, в этом отношении, во всех этих смыслах, конечно, когда две великие державы встречаются, это всегда событие. Тем более, что, учитывая сложную международную обстановку. В этом отношении вся подчеркивает, что все-таки тот миропорядок, который раньше был, гегемонистская такая политика США вряд ли уже будет иметь место в дальнейшем. Все-таки Китай и Россия, и причем это Си Цзиньпин еще раз подчеркнул, что мы за тот проект, который мы взялись, за многополярность, 100 лет, за последние 100 лет такого никогда не было. И мы вместе начали, и мы доведем до конца. Между прочим, это все было сказано, когда были отключены микрофоны. Вот видите, все это обозреватели отмечают, что это действительно знаменательное событие. Это не просто подчеркнуто было, что это не знак вежливости, это действительно государственный визит, это знаменательное событие. Китай большой значение в своем экономическом развитии придает России, потому что она все больше и больше, как отмечают экономисты, будет нуждаться в энергоресурсах. И в этом отношении в поставках газа и нефти со стороны России Китай всегда будет нуждаться. Все эти основные пункты, на которые следует обратить внимание, что все-таки некоторые говорят, что это может сложиться какой-то альянс, блок, союз. Вообще китайцы никогда не входили ни в какой альянс, ни в какой союз, они вообще это не любят. Они всегда подчеркивают свои суверенные действия, свой суверенитет, но в то же время, как говорил китайский лидер, все-таки это высший союз, это блок, выше блока, потому что мы достигли таких вершин взаимоотношений с Россией, как в истории никогда такого не случалось. Действительно, для России это большое значение имеет, учитывая конфронтацию с Западом, все-таки опора, как опора, Китай сегодня просто необходима. А как вам кажется, из всей повестки, которую, по крайней мере, мы наблюдали по телевизору, из всех, скажем так, посылов или каких-то важных моментов, что больше всего запомнилось, может, какие-то цитаты, какие основные были посылы даны двумя лидерами, как вам кажется? Основной посыл, который я уже говорил, что, конечно, детализировать это очень сложно, потому что все-таки эти договоренности, которые были заключены, они действуют до 2030 года. Это, во-первых. Во-вторых, было подчеркнуто, что все-таки важность в геостратегическом плане, важность для Китая и России, это второе. И самое главное была для России. Для России необходимо подчеркнуть, что она просто не оказалась в изоляции, на что рассчитывали западные страны, когда начиналась эта специальная военная операция. Это очень важно, тем более, если одно дело, какая-то не очень большая страна, допустим, в мире, поддерживает Россию, когда великая держава поддерживает, тем более, как подчеркивают, все говорят, что Китай все-таки скоро станет самой-самой-самой экономически развитой страной, державой, супердержавой. Это очень важно для России в нынешних условиях. В этом отношении вообще, знаете, во-первых, символическое значение имеет, конечно, что Россия не оказалась в изоляции, она поддержана. Правда, могут быть вопросы. Еще раз говорю, что говорили, что вполне возможно какой-то союз, альянс, блок, с подключением Ирана, например, говорили, что все отмечают, что это практически и географически невозможно. А во всех остальных случаях я считаю, что этот визит очень важный, исторически вообще-то, даже не по сравнению с его предыдущими визитом в Российскую Федерацию, потому что все-таки еще раз была поддержана Россия в своих стремлениях построить многополярный мир. И первый вызов, который был сделан Западу, все-таки, чтобы не говорили такие жесткие заявления, потом и действия, это со стороны Путина, со стороны президентов Российской Федерации. И это все подчеркивают. И в этом отношении даже иногда молча, иногда со своими действиями Китай поддержал Россию.
Между прочим, я вот и в передаче говорю о том, что и после, естественно, этой встречи очень многие западные аналитики, ведущие издания, такие как CNN, Bloomberg, Foreign Policy, конечно, их главные аналитики, они анализировали эту встречу. Вообще, между прочим, совершенно тоже по-разному. Были разные акценты, можно сказать, потому что и политика вещания у них во многом разная. Но, как я поняла, вот у всех вот этих обозревателей западных, у них была вот эта главная мысль, что, скорее всего, они договариваются об экономических вещах. Китай использует положение России сейчас в экономических вот таких выгодных, дивиденды от этого ищет. Но особого союза того, что хотела Россия, не получается. Вот ваше отношение к этому. Так ли это или так хотят там это видеть? Вы знаете, почему это так подчеркивают западные вот журналисты, вообще обозреватели? Китай всегда очень аккуратно действует в международных отношениях. Еще в предыдущие годы, когда был даже Советский Союз, знаете, вот всегда аккуратно, как бы замкнуто, это великая держава, у нее есть свои интересы, но в отличие вот от такого глобального характера ее действия не носили. А вот недавно произошло еще одно событие, между прочим, которое все отмечают. В Пекин были приглашены представители Саудовской Аравии и Ирана, чтобы заключили между собой мир, конфронтацию в связи с урегулированием конфликта между Саудовской Аравией и Йеменом. Понимаете, там роль Ирана очень велика. За последние десятилетия один из самых главных конфликтных вот регионов считалось вообще между Ираном и Саудовской Аравией. Это все подчеркивают, что то, что произошло вот в Пекине, вот такая встреча, это говорит о том, что Китай уже заявляет о себе и в международном плане тоже. И его программа по урегулированию украинского конфликта еще раз это подчеркивает. Понимаете, вот когда становишься вот супердержавой экономической, возникают и вопросы политические глобальные. Правда, Китай всегда подчеркивает, что он будет действовать аккуратно, но тем не менее, все-таки надо учитывать, что какие-то притязания на мировое лидерство, я имею в виду в глобальном плане, уже появляются. И некоторые признаки отмечают обозреватели. Поэтому, когда говорят, что Китай вот уже все, вот ее интересуют только экономические интересы, это неправда. Потому что многие действия, особенно нынешнего лидера Китая, говорят об обратном. Прежде всего, что все-таки экономика и политика всегда связаны, надо урегулировать многие конфликты, и роль Китая, учитывая конфронтацию между Россией и Западом, очень велика. И, конечно, и Россия заинтересована. Понимаете, сейчас, что тут скрывать, немного у нас союзников, я имею в виду не у нас, я имею в виду в Российской Федерации, да, 1, 2, 3 страны, которые открыто себе заявили в поддержку России, не более. И здесь роль Китая очень велика. Понимаете, еще одно такое событие, которое необходимо отметить в связи там, с Си Цзиньпином. Между прочим, многие западные страны и лидерам это не понравилось очень сильно. Они боятся, многие даже вот такой патриарх Генрих Китцевич подчеркивает, что вот союз, если вдруг какое-то слияние, вот не слияние, я имею в виду прежде всего вот такие тесные связи между Китаем и Россией, это вредит вот гегемонии США. Это все открыто подчеркивают. Бывший президент Дональд Трамп. Это говорит о том, что действительно это какой-то вызов западному миру. А чем это завершится, это покажет в ближайшие десятилетия. Все-таки роль Китая надо учитывать и в России, и вообще на Западе, и вообще во всем мире. А еще я помню, что кто-то из этих аналитиков также вот приводит пример там отношений Советского Союза и Китая, и говорит, что в те времена Советский Союз, условно говоря, был старшим братом, Китай был младшим братом, а сейчас все поменялось, и уже Китай старший брат. Вот эти все вот такие вот разговоры, они насколько серьезные? Вообще-то, если есть история брата за последние десятилетия, да, особенно 40-х годов прошлого века, конечно, Китай очень много перенял у Советского Союза. Вообще Советский Союз поддерживал Китай до 60-го года. Потом, когда был Никита Хрущев, отношения испортились, потом пришел такой президент США, как Ричард Никсон в 1972 году. Китай почти стал союзником США. Я вам напомню, я даже был участником одной акции, когда я был студентом, когда вооруженный конфликт между Вьетнамом и Китаем возник в 1979 году. Мы все выходили, студенты, на улицу с плакатами «Руки прочь от Вьетнама». Были вот такие конфронтационные отношения между Советским Союзом и Китаем. Но все отмечают, что нынешнего вот таких высот между Россией
России Китаем никогда не достигала. Это благодаря, прежде всего, отмечают, все-таки это благодаря, здесь подчеркивает роль президента Владимира Путина. Такого уровня никогда не было в истории. Когда была Российская империя и когда был Советский Союз. А в остальных периодах истории, конечно, были разные. Потому что у нас даже, я имею в виду, между Советским Союзом и Китаем был еще и вооруженный конфликт, пограничный конфликт. И до сих пор, до 1905 года, окончательно как бы разрешены пограничные все эти вопросы. Это говорит о том, что и дальше могут эти отношения развиваться. Это в интересах и Китая, и России. Я еще раз подчеркиваю, когда две великие державы никогда не становятся братскими. Союзными очень тяжело. А хорошие партнерские отношения в интересах своих национальных интересах, в интересах стабильности и в интересах строительства нового порядка, это поможет. Понятно. Большое спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.